Время культуры на телеканале «Мир Бурятия». Я Александра Зудьхарова. Здравствуйте. Два спектакля «Бурят-театра» стали обладателями театрального «Оскара» Монголии. На международном фестивале «Гэгэн Муза» за роль старика Сантьяго в номинации «Лучшая мужская роль» в категории «Моноспектакль» победу одержал заслуженный артист Бурятии Баста Цыденов. Постановщик спектакля «Старик и море» Олег Юмов стал обладателем главной награды в номинации «Лучшая режиссура». Еще одну статуэтку из Улан-Батора привезла режиссер Сайжин Жамбалова в номинации «Лучший композитор» за работу в спектакле «Ромео и Джульетта». Последние эксперты фестиваля отсмотрели в Улан-Удэ накануне фестиваля. Подробнее в репортаже Болота Шерибазарова. Исходное событие, что определяет и замысел режиссера, и его личный взгляд на бессмертную историю на сцене Бурятского театра драмы «Ромео и Джульетта» начинается с немых сцен. Это вроде и прелюдия в ожидании действа, и возможность для зрителя разглядеть типажи. Именно типажи раскрывают любой театральный сюжет. Сюжет знаменитого спектакля, что пережил тысячи трактовок, но независимо от времени и эпохи, дарит неизменное удовольствие от процесса. На сцене Бурятского театра драмы самая известная пьеса Шекспира идет как дебютная постановка Сайжин Жамбаловой, выпускницы Российской академии театрального искусства. Даже эпизоды говорят о том, что это более чем удачный дебют. Школа Владимира Мирзоева, мастера драмы, что учит режиссеров оперного театра. В итоге режиссерская манера Сайжин, как его ученицы, выдает навыки и в опере, и в драме. Многие эксперты, кстати, признали дебютную работу Сайжин как одну из самых мелодичных постановок Бурятского театра. Музыка в спектакле и фон, и атмосфера, и характер. На мой взгляд, это очень смелые поиски, да? Во-первых. Во-вторых, это совсем молодая женщина-режиссер. Конечно, это спектакль очень современный. К слову о
об актерах мало кто удивился Ольге Ранжиловой в роли Джульетты, актрисе, претендующей на звание современной примы Бурятского театра драмы. Зато образ Ромео в исполнении Зариктоца Бендаржиева выглядит как весьма неожиданный режиссерский ход. На мой взгляд, у Зорика есть, конечно, одно из самых важных черт, которые мне импонируют. Его Ромео это, конечно, такая трепетность, нежность и мягкость. Вот та мягкость, которая как бы не сопливая мягкость, да, как скажем, а вот такая она трогательная очень. И мне думается, почему нет, такой Ромео имеет место быть. И человек он хороший, знаете, это сразу видно на сцене. Самая трагичная пьеса Шекспира в постановке Сайжин Жамбаловой своего рода психологическая драма, где кровь не льется рекой на сцену, а бурлит в жилах, сдерживаемая условностями нынешнего мира с виду толерантных и благовоспитанных, а на деле очень циничных и беспринципных людей. В этом мире хитрый побеждает сильного, а одинаково молодые, красивые и умные, понимая, что вражда – это не выход, тем не менее враждуют между собой. И нет конца этой пляске бессмысленного конфликта. А там, где бессмысленно конфликтуют, нет места для большой и чистой любви.